Информационная программа «Вести Кудымкар Вилиштианкат», студия Андрина Батуева. Бур рыд джен Таталония тема зилищ. Округиш хозяйство из очлан джемлял качем культура из мы заптисани. Озягада без того уна мы до нас офтис амчаскат. Кудымкариш скорая локтиса виль автомобилез бура оборудованныш и кола наш округ понда. Скорая помощь? Адрес говорите? Вызов принят, бригада выезжает. Диспетчер примета вызов и скорой помощи отделение бригада велиш муно отцетвала сиджлун вылас нёль дасиш и унажик Кудымкарн больница излан отлаатым быршань кариш скорой помощь понес уджавны уна территория щерти. Мы забрали все районы сюда, скорой помощи Кудымкарского района, это Верхинева, Белоева и здесь в Кудымкаре, тоже к себе. Подняли диспетчеров, укрепили единую диспетчерскую службу, организовали. Сейчас все вызова принимаются по телефонам 03, 103, 112, все сюда принимаются со всего района, Кудымкара и Кудымкарского района. Нёль бригада отсашена и Карн, и районын нылыш уч контролирует на диспетчерез. Это шань логистика района Буршамис. Здесь работают диспетчера по приему и передаче вызовов. Вот 2 диспетчера принимают вызова, передают вызова, контролируют полностью все. Нет никакой задержки по транспорту, потому что машины новые, на подхвате есть запасные, то есть мы их чередуем, чтобы у нас не было, что машина сломалась и какой-то бригада не выезжает. Меняем буквально в течение получаса, меняем машину, и бригада снова выезжает на вызов. Неважен Кудымкариш скорая помощь примите свиль машина из краиш локтиса куим соболь неабура оборудованная категория Б щерти. МБД смыкола медработник кезла. Все оборудование находится здесь в машине. Это щиты для транспортировки больных, сумка, врача, сумка фельдшера, реанимационная сумка, шины, вакуумные такие. Есть дыхательная аппаратура, мониторы, отсосы, видеорегистраторы, кислородные, очистители воздуха, воротники шанса. То есть мы все абсолютно это применяется для оказания скорой медицинской помощи в наших условиях. Бригада из Ашнес чулотана реанимация, специалисты статун бураш, неакужана и вермана отцавны шогалище зла краиш скорой помощи злан отласа системан. Матын кадовичище на виль машина из районын сич касис ачис пермской краиш здравоохранения министр. А Станислав Климов этапонда кера быдас медбыни авермиса перыта отцавны отерла кычкарын сиджи районын. Ирина Батуева, Александр Рябков. Вести Кудымкар. Пермская края небеса санавиация понда виль вертолет. Медуча отцет сящит из Кудымкариш пациентла Ми-8 АМТ экстренная отцалис госпитализирует на геморрагической инсультен шогалиш мортас. Вертолет оборудует там кык реанимационное место и верма отцавна сразу кыкла. Вертолетен легкая искусственная вентиляция понда портативный аппарат, электрокардиограф, пульсоксиметр, шприцевый и инфузионный насосы с дамадик виль оборудованию. Нисан авиация пондас отсаж на округе шогалище зла быд экстренный случайен. А вот Белоево не быда с Шамбур, олище спетиса митинг вела медбыня Кольчина больница таг. Куда-то в Кудымкар хотите нас отправить, а у нас, смотрите, здесь сколько детей. Жители села Белоево в тревоге. Все вместе вышли поговорить с руководством больницы. Детский круглосуточный стационар переносят в Кудымкар. Если ребенку потребуется госпитализация, его придется везти за 20 километров. Это по бюджету очень стукнет, потому что на автобусе со всеми детьми очень трудно. Я многодетная, и надо будет нанимать постоянно машину. К больнице прикреплено 1200 детей из Белоева и еще 57 населенных пунктов, к многим из которых нормального проезда нет. Я боюсь, что не каждый элементарно сможет получить медицинскую услугу для того, чтобы хотя бы определить те же, когда необходимо на ранней стадии, болезни определяются, да, вовремя определить. Вопросы люди задали официальному представителю Минздрава, главному врачу Коми-Пермяцкой больницы. По его словам, просто не могут найти докторов для работы на селе. Деньги есть, людей нет, поэтому и переносят круглосуточный стационар. Для того, чтобы организовать круглосуточное пребывание детей, необходимо круглосуточное наблюдение врача-педиатра. Такового здесь, к сожалению, нет.
Дефицит кадров, он, к сожалению, существует, об этом я не скрываю, но мы занимаемся, есть ряд программ, по которым мы работаем. Но если найдется специалист, то стационар могут и вернуть, пока в больнице постоянный прием ведет педиатр. Люди между тем готовят заявление в прокуратуру, считают, что такие новшества – это прямое нарушение федерального закона об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Нас полностью ущемляют, детей лишают детства. Здесь на таком на уровне живут люди. Денег нету, и для них, чтобы съездить до Кудымкара, это практически нереально. Под заявлением на данный момент подписи поставили уже 500 человек. В Белоевской больнице в прошлом уже закрыли инфекционное отделение, объяснив ветхостью здания, а также хирургический корпус, сократили койко-места в терапии. С очередными изменениями все меньше медицины остается в селе. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести, Пермь. СПК Россия помалася наш заптым черти уджез. Талнялун волокруч колхозезын пижа удж и тырана планнез. Уджет сервадыныч колхозный безвылын оджасышань уджала техника. Тикшо, когда снёль гектар ижда вылын россияч колхозник из чужа заптаза сеннаж и каджис. На сегодняшний день мы подготовили корма, что силоса, что сенажа от потребности, это на 70%. Эта неделя должна быть завершающей по всем кормам, если у вас один высокая производительность труда. Сеннаж вылыня петиса эше июня, когда скакя мысат луна, лощалися быдас условия сен как неделя коста показатели сбора содиса. Заготовили 200-300 сенажа вот именно со злаковых трав, злаково-бобовых смесей. И то, что погодные условия позволяют, мы параллельно сейчас керама сено. Силос керама уже курганнеза, потому что ямы заполнены, переходящие фонды, и керны по нам дальше на поля. Потребность в силосе только 10 тысяч. Вот к этому мы его обязательно к концу недели. Крона из учкана и сразу муна пресс. Уборка лишь полевые правила из бригады из Озджуга. Машина из перта гружительно тюккез и складирует на турун. Сутки из ыбвылын уджалым того вилищ мычалас, кыч СПК Россиящ, да медик хозяйстве здесь уджалищез, чулатаса уборка. Буквально цикл работы за 1,5 часа. То есть мы не должны более 2 часов, чтобы тюки лежали на поле. Поэтому это один должен быть организованно, и линейка по тюкам, по погрузке тюков должна быть последовательной. Через месяц после заготовки мы полностью партии сдаем на анализ. И по нам знать, мы заготовили для животных, для животноводства. Уна год деща опыт мычала, мы тюккеза асыбырны пленка каттем сенаж, ло бурда пытаса шоянын пода понда. Этшем метод отсала вичн турунын быдас витаминнез, сия осчык и гленитче шо исчезла, а эше ло доступнен годлан быт када. Ирина Батуева, Алексей Быков, Вести, Кудымкар. Озя гыдлан сезон помаща, но заптыны сиета вермиса уна. Мы до начас кытор, тогда сменам коллега. Земляники на полях очень много нынче. Крупная земляника. Можно аж прямо сразу идти и собирать ведрами 5-литровыми. Это вот на полном серьезе, я говорю, я убедилась за лето. Но на пути к такой добыче нужно вытерпеть палящее солнце и армию оводов. Татьяна Подьянова готова к таким лишениям. Спасает плотная одежда, сапоги и платок. Улов нынче знатный. Она сейчас очень сладкая. Она такая наливная сейчас. Она на солнышке, вот сейчас в это время уже так налилась. Она просто сладкая. Руки, посмотрите у меня какие от нее. Аж после уже потом и собирать ее не могу. Она настолько вот сладкая, мягкая. Бордовая. В этом сезоне земляники вдоволь. Благодаря жаре сбор полным ходом идет в Кудымкарском и Юсинском районах. На ближайшие дни советуют собирать в поле, но вскоре ситуация изменится. На данный момент в полях землянику собирают все меньше. Говорят, что отходят. Люди советуют ходить в лес. Там ягод намного больше, и они вкуснее. За земляникой чаще всего ходят ранним утром, когда не так жарко. После самой удачливой ведут торговлю на трассе. Так как труд нелегкий, то и цены соответствующие. Ну, кто как, видимо, продает. Как у вас? 250 рублей.
В Кудымкаре за литровую банку просят 300 рублей, но по словам продавцов стоимость упала. В момент, когда ягоды только появились, цена была 1500. Конкурент земляники пока один – это первые грибы. Собирают в основном маслята. Да и то, чтобы найти стоящее, нужно постараться. 10 зерен находится на поле, только 1-2 ведра можно целых собрать, остальное все. Поэтому надо разрезать, смотреть. Грибы есть, но очень много гнилых. Они выходят на быстрый дни. Сейчас ждут дождей, тогда кроме маслят пойдут подберезовики и белые грибы. Если же будет стоять сухая погода, то надеются, что земляника будет в лесах еще до середины августа. Дмитрий Буланов, Александр Рябков, Вести Пермь. Чакиш юан керно уна отир, мыин сылон польза. Это илыш ожланша материал. Чайный гриб ледище народный юанан. Кариш олыч Любовь Афанасьевна кересьячис гортас. Немщекадыс этан абу, да и кад унаосков, торе чаинка. Надо ложить 6 столовых ложек сахарного песку. Теперь я это перемешаю. Сейчас я туда положу 2 чайных пакетика. Эти пакетики я оставляю на целые сутки. Пока, значит, чай у меня не отстынет, пусть заваривается. Сычетаче пожесоттыны мята сетерлист не томадик турун. Няневна вежасы чайлышкыр, керасысия ащаман. Он вот такой толщины, например, вот получится. Все, можно уже разделять. Сам гриб показывает, что у него уже 2 слоя получилось. А сколько нужно времени, чтобы из одного слоя получилось 2 слоя? Это надо заваривать, наверное, за 3-4. Чайный гриб остую рытный пуртан. Кола жаганика янсетны джир киезан. Сычин кычпуктыны сыстамбанга, се кола мещетны ван. Сек сыщань лоас польза. Это жлыдя не джир Любовь Афанасьевна, но и вешка ты исчез. Этшим грибы свалытаться отерла вашка оттыщань. Се быттыса азиатской странаезен. Вешка тыса суотсетен унашогыттез. Это газированный безалкогольный напиток, который содержит в своем составе много биологически активных веществ, витамины группы В, большую группу В, В1, В2, В3, В6, В12, обязательно витамин С и пищевые ферменты. И самое интересное это то, что улучшает систему кровообращения, текучесть крови улучшает, то есть борется как бы с инфарктом и с инсультом. Ну и для многих, наверное, будет интересно, снимает похмельный синдром. Иногда чайный гриб называют еще и утренним детоксом. Сиен мещетаны чужем и нельки говяланы юрши. Сетшем юан от сала кучихлан бытко чагет тещань. Лучше его пить, конечно, после еды, потому что там есть ферменты, и они переваривают пищу. А если мы выпьем на голодный желудок, то будут переваривать не пищу, а слизистую оболочку нашего желудочно-кишечного тракта. Противопоказаний для гриба практически нет. Любовь Афанасьевна лан пырем полезный юан лан запас. Керны это абушекет, кола джир щиньины медсыпышка ешедника чем нять. Ну а коль чем торрезен инь который чем атищ отеркат. Может, я и не то скажу, но как люди говорят, что чай помогает, значит, выводит холестерин, для кишечного тракта полезен, выводит желчь. А жажду хорошо утоляет? Жажду очень хорошо утоляет, очень хорошо. Особенно в жару. Я вытаскиваю из холодильника этот чай, сразу с холодильника пью такой холодный, холодный, холодный. И магазиниш небный осков, да и не пыр небом товар, а с керм шабуржик. Ну а это юанас горшкоч кмем коста пырнет салас. Людмила Дмитриева, Александр Рябков, Вести Кудымкар. Это было мианталом бдс велич панташа мааш нрытнас бдс бурса аджишлутадж.